Tatarstan today, open to the world. Tatarstan today, open to the world. Tatarstan today, open to the world. तातरस्तान आज बर्दाश्त को फ़रोग़ दे रहा है, इसके लिए मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तातरस्तान Today, open to the world. Масштабная стройка, которая кипит в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности Дубае, это в первую очередь строительство новых отелей, бизнес-центров, общественных пространств. В Объединенные Арабские Эмираты съезжаются люди с разных точек планеты, и сделать так, чтобы им всем здесь было комфортно жить как дома, очень непростая задача. В Эмиратах стараются привлечь к теме мирного сосуществования общественное внимание. В частности, год объявлен годом толерантности, а в столице, в Абу-Даби, реализуется уникальный исторический проект под названием «Дом авраамической семьи», когда на одной строительной площадке строится и синагога, и церковь, и мечеть. Но татарстанцам эта тема близка, знакома, ведь под Казанью уже давно есть такой объект и носит название «Храма всех религий». В масштабах государственных проект действительно особенный. Автор же татарстанского храма всех религий Ильдар Ханов, известный художник, творец, начал возводить свое строение много лет назад на месте родного дома и на личные средства под Казанью в районе Аракчино. И вот сейчас опыт художника хотят масштабировать уже на Ближнем Востоке. Идея сделать людей добрее и мягче по отношению друг к другу не нова. Но именно сегодня актуальность этой благородной цели сложно переоценить. В Арабских Эмиратах это стремление подкрепили серьезным административным и финансовым ресурсом. Бисмиллахи рахмани рахим. Все важные дела мусульмане начинают с молитвы. Ну и, конечно, если речь идет об открытии второго всемирного саммита толерантности, церемония открылась молитвой. В этом году второй по счету саммит собрал сотни участников со всего мира, в их числе татарстанцы. Рассказать и показать, как живут люди с разных концов земли, разных религий и конфессий в мире и согласии, дорогого стоит. Участие в саммите принимают люди со всего мира, разных конфессий, разных национальностей, объединенные одним стремлением – сделать жизнь на Земле более дружелюбной. А вот как этого достичь? Делятся рецептами и своими знаниями на саммите. Татарстанцы в том числе. Республика известна на мировой арене своим многонациональным составом и братской связью представителей всех религий. Приветствую всех участников саммита. Уверен, что у нас у всех будет возможность поделиться взаимным опытом, который послужит на пользу всему человечеству. Саммит толерантности – та площадка, которая помогает нам построить партнерские отношения, независимо от географических и политических ситуаций. Наше общее – это культура, это наше единство, наследие для всего мира. Нам важно в совместной работе выработать умный общий подход для решения мировых вопросов. Заходит речь об опыте Эфиопии. В стране основали министерство с непривычным названием и функционалом «Министерство мира», главная цель которого – устранение внутренних конфликтов. Опыт Эфиопии принцесса Саудовской Аравии Ламия Аль-Сауд, секретарь благотворительного фонда и филантроп, предложила участникам саммита рассмотреть подробнее. Опыт Эфиопии и в прошлом, и в настоящем, и в будущем важен для всех нас. На сегодня сотни миллионов людей имеют разную культуру, этнику, этнический опыт, религию. Все это разнообразие должно способствовать развитию мирных отношений. Это социальный капитал, важный для устойчивого и всеобщего подхода к построению мира. Открытие Министерства мира в Эфиопии – сигнал к тому, что решение конфликтов не ограничится границами страны. Этот мир будет переходить на соседей, даст людям больше прав, возможностей. И это главная цель открытия Министерства мира. Благотворительный фонд All Wallet Philanthropies, генеральным секретарем которого является принцесса Ламия, ведет свою деятельность в 180 странах.
фонд реализует благотворительные проекты, направленные на борьбу за права женщин, а также на развитие диалога культуры и сферу образования. Силами фонда реализуются различные мероприятия в странах Европы, цель которых – ознакомление ее жителей с исламской культурой. И уже дальше, в личном общении с нами, принцесса признается, что не только опыт Эфиопии заинтересовал ее, но и опыт Татарстана в выстраивании взаимных отношений в республике ей тоже интересен. Принцесса Ламия, как волшебница из арабской сказки, которая делает чудо доступным для тех своих подопечных, кто в нем нуждается, очень хотела бы приехать сама в Татарстан. Интересен ли вам опыт Российской Федерации в сохранении мира на своей земле? Откровенно говоря, я, конечно, знала о Татарстане и раньше. Знаю и горжусь тем, как люди в Татарстане принимают друг друга, как мусульмане принимают христиан, как вы все собираетесь вместе в Рамадан и в христианские праздники. Ваша республика – пример принятия. Это очень ценно и важно. Я очень заинтересована в том, чтобы посетить и увидеть вашу республику. Можно попросить вас поздравить в честь столетия Татарстана, что бы вы пожелали народу нашей республики? Вам 100, а нашему фонду в этом году 40 лет. Желаю сохранять вашу доброту, понимание, желание рассказать другим людям о вас, ваше гостеприимство. Татарстан – прекрасный пример мусульманской республики. Я очень хочу ее увидеть. Желаю, чтобы мы все, весь мусульманский мир, продолжали служить отражением добра и взаимодействия с другими конфессиями. Уверена, приехав в Татарстан, смогу почерпнуть большие знания, которыми вы обладаете, и поделиться своими. Думаю, мы сможем помочь друг другу во многих вещах и извлечь множество взаимных выгод. Я желаю вам всего наилучшего и очень жду возможности приехать и увидеть вашу республику. Большое спасибо. Объединенные Арабские Эмираты позиционируют себя как страну максимально дружелюбную. Свидетельство тому даже то, что в Эмиратах есть особое министерство по делам толерантности. Его сотрудники уверяют, что их миссия сделать так, чтобы люди любых национальностей, любых конфессий чувствовали себя в Эмиратах максимально комфортно и спокойно. Специально к Всемирному саммиту подготовили выставочную зону, на которой в подробностях рассказывается о проектах, которые делаются в стране для поддержания дружелюбной атмосферы. Вот, например, карта мира. Не просто карта, карта толерантности, где все страны связаны между собой незримыми нитями. Российская Федерация также представлена на форуме «Республика и Татарстан». На стенде республики рассказывается о проектах, которые также о мирном сосуществовании. Например, Булгар и Свияжск, мусульманство и православие. Участники саммита уверены, что религии должны объединять, а не разъединять людей, чтобы все были более понятны друг другу. Я прилетел в Дубае и вижу здесь выставку «Татарстан». Замечательная выставка, прекрасные фотографии, красивые здания, снег, люди. Я бы хотел посетить Татарстан в следующем году. Был бы очень рад побывать у вас в гостях, потому что Татарстан очень привлекателен и прекрасен. Я увижу вашу республику и смогу рассказать людям о том, что видел своими глазами. Татарстан открыт всему миру. Конечно же, мы должны говорить, что были достаточно сложные периоды, но сегодня более 1500 мечетей, православных храмов. У нас полное взаимопонимание, потому что мир согласия – это стабильность, это перспектива нашего дальнейшего развития. На самом деле это, наверное, самая важная тема для любого государства, когда есть мир согласия, когда независимо от наших политических, религиозных, национальных наших особенностей мы живем в одном доме в полном согласии. Это самое главное. И пример Объединенных Арабских Эмиратов, он очень интересен. И в то же время я призываю, уважаемые господа, дамы и господа, посетить нашу республику, познакомиться с нашими подходами, как в мире согласия живут в нашей республике. На форуме в Дубае Татарстан был удостоен наградой за вклад в развитие мировой толерантности.
100 рублей, а имей 100 друзей». Поговорка, знакомая каждому. Ну как же здорово, когда есть и друзья, и 100 рублей. Судите сами. В период с 2005 по 2019 годы прямые инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов в Татарстан составили в общей сложности более 64 миллионов долларов. В частности, арабские бизнесмены вложились в развитие одного из производств президента особой экономической зоны Алабуга, производителя бумажной продукции для хозяйственных и личных нужд. Восемь лет назад в Эмиратах было открыто представительство КАМАЗа. Есть региональный дистрибьютор, который осуществляет поставки татарстанских грузовиков в страны Ближнего Востока. За эти годы было продано около 300 автомобилей. К темпам развития Татарстана в Эмиратах проявляют традиционный интерес представителей правящей династии, в том числе в лице наследного правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашид Аль-Мактума. Чтобы показать место на берегу Волги. Татарстанцы ежегодно принимают участие в работе инвестиционного форума в Объединенных Арабских Эмиратах. И только в этом году его из-за ситуации с коронавирусом отменили. В свою очередь, гости с Ближнего Востока приезжают в республику для участия в Казань-саммите. Чуть больше 2 лет назад в Дубае появился мост толерантности. Им стала одна из пешеходных переправ через Дубайский канал. Как видно, мост очень красив, особенно в вечернее время, с красочной подсветкой. Его очень любят туристы. Сейчас в Арабских Эмиратах проживают люди более 200 национальностей. Любовь и толерантность, мосты для коммуникации и язык для распространения гуманитарных, культурных и религиозных ценностей. Так считают инициаторы проекта создания такого моста. А руководство Арабских Эмиратов напоминает своим гражданам об их национальной обязанности – быть дружелюбным и толерантным. Эти жизненные принципы проявляются в том числе и в сфере исламского банкинга. Первое отделение такого исламского банка развития было открыто в Дубае 40 лет назад. И главный принцип – не нажиться за счет клиента, а вместе заработать – не менялся. В исламском банкинге нет как таковых процентов на суду. Мушарака – так называется эта форма взаимодействия, есть и другие. По мнению экспертов, исламский банкинг более устойчив при кризисах. А вот чтобы все эти услуги появились и в России, стараются татарстанцы. Одним из самых позитивных сигналов к этому стал визит в республику в 2015 году президента Исламского банка развития Ахмада Мухаммеда Али Аль-Мадани, обладателя почетного звания профессора Российско-Исламского университета, расположенного в Казани. При содействии татарстанцев после Казань-саммита, где президент банка был гостем, в Москве ему республиканские власти организовали встречу с главой Российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Меня приглашали принять участие в семинарах по всему миру, и мы сами организовали достаточно крупные мероприятия, чтобы рассказать, что же такое инструменты настоящего исламского банкинга. Мы знаем Исламский банк развития как крупную международную организацию, которая нацелена на развитие исламского банкинга, используя все его преимущества. И мы уже начали с вами говорить, что, наверное, в России вопрос находится сейчас в области такой информационной. Мы больше хотим узнать, что такое исламский банкинг, насколько он применим для нас, насколько это потребует изменений бизнес-практики конкретно коммерческих банков, регулирования банковской системы. Исламский банкинг – одна из перспективных сфер сотрудничества. А еще для Татарстана и Эмиратов будет взаимополезно дальнейшее продвижение на рынке Ближнего Востока продукции предприятий нефтехимического комплекса Татарстана и организация поставок полиэтиленовых труб, насосов для газовой отрасли страны-партнера. В сфере интересов еще и резиновая техническая продукция, выпускаемая татарстанским акционерным обществом «Кварт». Ну и, конечно, судостроение.
Москве на Смоленской Сенной площади оценивают активность Татарстана на международной арене. Сергей Лавров, министр иностранных дел страны, поделился с нами своим мнением о взаимодействии республики с внешними и внутренними партнерами. Не секрет, что застать Сергея Викторовича в Москве дело сложное, он по роду занятий часто в командировках. Нам это все же удалось. Сергей Викторович, разрешите сначала поблагодарить вас и вашу команду за то, что нашли время, чтобы встретиться с нами, ну и задать первый вопрос. Как вы оцениваете взаимодействие Республики Татарстан с внешним миром? Эффективно ли оно, на ваш взгляд? Республика Татарстан, наверное, один из наиболее активных субъектов Федерации в том, что касается участия в международных внешнеэкономических связях регионов России. И у нас очень тесное взаимодействие. Республика, во-первых, сама очень активно продвигает свое присутствие за рубежом. Если я не ошибаюсь, в 15 странах уже есть представительства Республики Татарстан, которые работают в тесном контакте и под руководством посольств Российской Федерации. Республика имеет разветвленные связи, прежде всего, конечно же, с партнерами из стран СНГ, Белоруссии, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, практически все другие республики бывшего Советского Союза, которые входят в Содружество независимых государств, имеет очень тесные контакты с компаниями Соединенных Штатов, Европы, других регионов. И в течение последних лет республика трижды становилась лауреатом первой премии в том, что касается создания максимально благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала. В прошлом году заняла второе место, но до этого 3 года была лидером, и я уверен, лидерские амбиции Татарстана сохранились и еще не раз проявятся. Так что одна из наиболее активных республик, один из наиболее продвинутых субъектов Федерации, имеющий вкус и умение в том, что касается и работы на внешних рынках, и создания условий для того, чтобы инвестиции приходили в республику. Если говорить в целом о российских регионах, их у нас 85, как вы оцениваете роль российских субъектов на мировой арене? Раньше говорили, Россия будет прирастать Сибирью. Сейчас Россия прирастает в своей активности и в политике, и в экономике своими регионами, областями, краями, республиками, автономными округами. Когда Татарстан, другие наши регионы продвигают свою продукцию за рубеж, когда они привлекают высокие технологии для инвестиций внутри Российской Федерации, когда они осуществляют гуманитарные акции. Татарстан регулярно сопровождает свои экономические мероприятия за рубежом гуманитарными встречами. Все это работает на укрепление, во-первых, экономического потенциала страны, во-вторых, на укрепление ее объективного образа в мировом общественном мире. Так что здесь трудно переоценить значение этой работы. С этой же точки зрения сложно переоценить значимость визита короля Саудовской Аравии в Москву в октябре 2017 года. Для татарстанцев особенно важным было то, что приглашение королю, который в ходе своих поездок на Ближний Восток передавал Рустам Минниханов от имени Владимира Путина, были приняты. И исторически государственный визит состоялся. Первый в истории отношений России и Саудовской Аравии. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы рады визиту короля Саудовской Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений. Уверен, что этот визит придаст новый, мощный импульс в развитии двусторонних межгосударственных отношений. Во имя Аллаха Милосердного, уважаемые господа, ваше превосходительство, президент. Вначале хотел бы поблагодарить вас за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны нам в вашей дружественной нам стране. Мы поддерживаем объединение в усилии взаимодействия наших народов в различных областях. Отмечаем схожесть наших взглядов на многие региональные и международные проблемы. Продолжается координация между нами во всем, что способствует дальнейшему укреплению безопасности наших государств.
И уже после встречи в Московском Кремле общение короля с руководителем Татарстана. Сколько не устали, мы искренне рады вас видеть. Мы считаем, что данный приезд, он вообще исторический приезд. Я был очень удивлен вот этим особенным вниманием нашей республики. Особенно запомнилась фраза короля, что мне очень интересен Татарстан. То есть мы поняли, что он следит, смотрит, ему особенно, то есть развитие нашей республики – это отрадно. Затем он отметил, что нужно бороться с радикальными, террористическими взглядами, и только будучи вместе, мы сможем это все победить. Ну а из общего числа подписанных за эти годы соглашений и меморандумов о взаимодействии, в том числе с Саудовской Аравией, хотелось бы отметить вот этот. В прошлом году Казанский, Приволжский федеральный университет и премия имени Абдул-Латифа Аль-Фазана в области архитектуры мечетей договорились о сотрудничестве. Это премия анализа и сопоставления архитектуры мечетей во всем мире. Она была учреждена в 2011 году с единственной целью – развития современного дизайна мечетей. Для стимулирования архитекторов мира стремление искать новые взгляды. Сейчас на Земле более 3 миллионов мечетей. Цифра кажется огромной. И основатели премии призывают архитекторов, теперь и специалистов КФУ, вместе искать новые формы и ракурсы при возведении домов Аллаха. Эксперты, также и казанские, будут сообща обмениваться опытом. Мечеть Джумейра в Арабских Эмиратах – одна из самых известных, особенно для иностранцев. Именно в нее в далеком 1979 году впервые стали пускать людей всех вероисповеданий. Открыто 7 дней в неделю. Проводятся экскурсии для тех, кто особенно интересуется исламом. Здесь же расположен Центр культурного взаимопонимания имени шейха Мухаммеда. И его сотрудники как раз и проводят экскурсии. Тем, что мечеть – это место, где помимо вознесения молитв должны распространяться и знания об исламе, согласны сейчас многие. Вот, например, в Иране, столица которого Тегеран, связана с Казанью прямым авиарейсом, насчитывается 79 тысяч мечетей. За последние 40 лет их число увеличилось в 3 раза. Туристам там будут рады, как рады и мы в Казани, где есть Генеральное консульство этой Исламской Республики, что, конечно же, облегчает получение виз в Иран, ну и самому Татарстану, особенно в год столетия и после, есть что показать гостям. В текущем году республика будет отмечать очень красивую дату. 2020 год объявлен у нас годом столетия со дня основания ТАССР, тогда еще в молодом, в составе молодого СССР. На ваш взгляд, Сергей Викторович, с каким багажом пришла республика к этой красивой юбилейной дате? Ну, хотя бы из того, что мы сегодня с вами перечислили, я думаю, стоит оценить этот багаж как весьма солидный, увесистый, позитивный. Республика заметна и узнаваема на мировой арене. Наше министерство самым тесным образом сотрудничает с властями Татарстана, причем не только в нашей повседневной работе, когда мы решаем с президентом республики, с другими официальными лицами текущие вопросы, но и в системном плане, потому что Татарстан является очень активным членом правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Объединение татар, Всемирное объединение татар является одним из важных инструментов мягкой силы по продвижению интересов соотечественников всех народов Российской Федерации в зарубежных странах. И Казань неизменно представлена в качестве очень активного участника этой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, равно как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в Совете глав субъектов Российской Федерации, которые действуют при Министерстве иностранных дел. И практически в любом нашем формате, где Министерство иностранных дел работает вместе с регионами, опыт Татарстана является одним из наиболее перспективных, одним из наиболее востребованных другими субъектами Российской Федерации. Так что поздравляю с юбилеем от всей души всех моих друзей в Татарстане и весь народ вашей республики.